Было это или не было, трусливые или смелые, были волки бегунами, были лисы поварами, ворон был советчиком, воробей наведчиком. Жил-был старик по имени Зафар со своей старухой Гавхар. Жили они бедно, но никогда не голодали. Сельчане прозвали его Зафар-овчи, Зафар-охотник. Он был справедливым и честным человеком. Как-то утром Зафар отправился в лес на охоту. Выбрал в лесу подходящее место, поставил ловушку и стал караулить. Караулил, да и заснул. А когда проснулся, то обнаружил, что в ловушку попал рыжий кот. Увидел кот Зафара и говорит ему человечьим голосом: «Отпусти меня, о честный Зафар, проку от меня мало, есть ты меня не станешь, да и шкуры моей ни на что не хватит, а в благодарность я поймаю всех крыс и мышей в твоем доме, только свистни». Вот тебе раз! Сколько лет я охочусь, ни разу не слыхивал, чтобы коты разговаривали. Ну, быть по-твоему, — сказал так Зафар и отпустил кота. Снова поставил Зафар ловушку и снова заснул. А пока он дремал, в сеть попал большой аист. Обрадовался Зафар, будет чем к жене вернуться. Но тут аист заговорил человечьим голосом: «Сжалься надо мной, о справедливый Зафар! Я вожак всех аистов, всем людям приношу мир, добро и свет, молодым парам детей, а дихканам, над полями которых летаю, хороший урожай. Вот и тебе я дам то, что ты ни на одном базаре не сыщешь». Сжалился Зафар над говорящим аистом и отпустил его. Улетая, аист сказал: «Иди на юг, через большую степь, бурные реки и высокие горы. Там, за горами, будет мой дом, а если потеряешься, спроси любого, каждый подскажет дорогу». А вот и подходящее место для охоты. Ребята, поможете мне установить ловушку? Давайте поглядим, из чего ее можно соорудить.